Кушнаренковский район Республики Башкортостан расположен в 60 километрах северо-западнее Уфы. В районе проживает 27 тысяч человек. До 1936 года Кушнаренковский район был Топорнинским по фамилии капитана русской армии Сергея Топорнина. Ему в 1790 году императрица Екатерина Великая подарила поместье на Девичьей горе. Переименовали район в честь Ивана Кушнаренко, начальника Народного комиссариата земледелия Башкирской АССР. Один из самых проблемных объектов на территории Кушнаренковского района – поликлиника Центральной районной больницы. Здание находится в аварийном состоянии. По всему периметру по стенам пошли трещины. Вполне понятно, почему в плане рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Кушнаренковскому району и поликлиника ЦРБ. Это здание поликлиники. Это взрослая? Это взрослая поликлиника. Детская поликлиника во дворе находится. Она в таком состоянии, да? Нет. Детская поликлиника построена в 1906 году, но ее состояние гораздо лучше. 1906? В 1906 году. Это строили купцы. Здравствуйте, подайте, пожалуйста. Станция 1,5 метра. Здравствуйте. 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 Будьте здоровы. Вот это крыло у нас наиболее проблемное. Почему? Потому что вот начались подвижки фундамента, начались именно с этой стороны. Вот что мы имеем. Эти маячки установлены. Они, конечно, после капитального ремонта в прошлом году фундамента подвижек нету. Тут реконструкция или новое здание? Здесь сейчас мы, значит, фундамент в прошлом году на 1 700 000 укрепили. Сейчас 10 миллионов дают на определенные укрепляющие работы. Но все-таки нам нужна новая поликлиника, Ради Фаридович. Вот, значит, как я вам уже докладывал, проект уже мы подобрали, это Нагаевский проект. Через месяц, значит, ваш проект говорит о том, что будет проведена уже госэкспертиза. Это на 320 метров, это тот же самый, который Илишевский проект, но немножко модернизированный, но улучшенный. Там по фундаменту. Я, честно говоря, давно не был в Кушнаренково. Я не ожидал, что у вас так плохо. Вообще, да, на самом деле очень печально, да. А может, на второй этаж, там еще хуже. Да, посмотрим. Там хуже. Очень печально, потому что, вот видите, стены, они... А больница в каком состоянии? Больница-то получше, нет? Больница, да, получше. Больница, То есть здравоохранение именно поликлиника, да, ключевая? Да, вот именно взрослая даже поликлиника. Сейчас мы вот окна поменяли, начинаем другие капитальные ремонты. Но все-таки, раз вы поменяли окна, что здесь? Вы все-таки так и довести хотите? Да. Возможно здесь вообще навести порядок? Нет? Нам, знаете, деваться некуда, потому что пока новое здание построится, это какое-то время пройдет, а работать нужно здесь и сейчас. А вы вот эти работы делаете в рамках проекта или просто там как? Нет, это нам Министерство здравоохранения выделило деньги на капитальный ремонт. А что вы за эти деньги сделаете? За эти деньги окна, коммуникации, ну и весь общий строй. Вот. Да, ужасно. Да, это... Ой. Но это можно остановить? Тут стягивать не надо все стены? Подрядная компания приезжали, они все посмотрели, сказали, это все сделают, восстановят, чтобы даже которая вот эта существующая стяжка есть, она вот в коридоре, она не несет на себе какого-то функционала, поэтому они что-то переделают, обещали нам. Здравствуйте. 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 Мы поликлинику вам поправим, вы уж потерпите немножко, ладно? Вот я обязательно сделаю, поэтому так вот. Поэтому потерпите. Вот я там точно здесь наведу порядок. Это. Здравствуйте. А это куда? На этом уровне у нас заканчивается вот этот старый корпус, и новый корпус, который стационарный, он вот начинается вот отсюда. Здесь уже у нас не Мы так в стационар печально. переходим сейчас, да? Вот, да, сейчас стационар. Здравствуйте. Это у нас Врач, да? Да, заведующее отделение. рентгенология. Что с врачами вообще? Какая нехватка? 8.
Нехватка у нас... В поликлинике 8. В поликлинике Ага, кого не 8, да. хватает? Нам нужен кардиолог. А кардиолог вообще есть? Нету кардиолога. Приезжает или как? И приезжает из РКЦ, и в РКБ мы отправляем, и в РКЦ отправляем. Тут проблем у нас нет с маршрутизацией, все. То есть человек может к кардиологу попасть? Да, это четко выстроенный кардиоцентр, он нам, зеленый свет буквально. Попадает буквально можно, в течение недели точно попадает. Детский хирург. Здесь уже, да, здесь уже нас выручает детская республиканская больница. Нарколог, психиатр и психиатр у нас есть, но ей 65 лет, она уже хочет заканчивать свой трудовой путь, поэтому предупредила, мы подбираем человека. Фтизиатру у нас 75 лет, она тоже, там нашими мерами поддержки пользуетесь, нет? Вот каких-то там по нашему земскому фельдшеру? Да, у нас, да. Мы сейчас отремонтировали, у нас есть квартира двухкомнатная, вот сейчас мы для хирурга держим. Плюс сейчас отремонтировали, значит, получается, еще и гостиницу отдаем, 2 комнаты. Вот. Ну, постоянно с ними встречаемся. Единственное, что приходится конкурировать с Уфой. Вот 40 человек, хорошее сообщение, 40 минут, и ты в Уфе, и там другие зарплаты. Конечно. Это прям... А Уфа конкурирует с Москвой, там зарплата в 4 раза больше. Вот и пошло. Поэтому, да, вот стараемся. Но еще была проблема, конечно, с этим, как раз вот с поликлиникой. Вот, поэтому, они когда видят вот это вот состояние, кто вот хочет, в таком работать? А это вот мы уже в стационар попадаем? Нет, это у нас еще, это у у нас диагностический кабинет. Рентген нормально работает? Да, это новый аппарат, который в детской поликлинике по программе. Детский аппарат детям без страха заходит. У нас Да. центр сделан, чтобы написал скорой помощи из поликлиники, вот тогда Да, потому что оборудование получается Там в единственном УЗИ экземпляре. нормально Да, есть? УЗИ. УЗИ мы тоже заказали вот в рамках программы модернизации. Я тоже думаю, что у нас аппарат будет, потому что доктора обученные есть, работают. Вот. Ну да, тут, конечно, никакого тяжелого оборудования вам не надо, если что, Уфа рядом, там на КТ, на МРТ и Это так да, далее. это да, Ну тоже. вот рентген, конечно. Рентген, вот, рентген, флюорограф вот у нас. Да, Ну и это- чисто вот навести порядок все-таки, чтобы по-человечески здесь было. Да, это обязательно. Ладно, я обязательно переговорю с Забелиным, сейчас выйду. До конца осени у нас здесь порядок будет. Будет? Хватит этих денег? Да, Нет? у нас будет порядок. Потому что я люблю работать Ну, я в понимаю, чистоте, но что-то 10 чистоте. миллионов сюда, я вот не вижу, что... Что мы уложимся, да? Ну, я Уложитесь, обещают наши подрядчики. Вот из самых больных вот это вот, конечно, да? Да. А крыша-то нормальная здесь? Нет? Крыша, да, нормальная. Ага, да. Крыша поэтому капремонту не подлежит. Вот внутренности. Место мы это выделили в Андреевке ГПЗУ уже, определили на это место. Я говорю, в 11 поликлиник по вашему указу. Но это предварительно долго. ваш. Это Это долго. где-то, да, это надо я торопиться. по-хорошему лет через 5 будет. Ну, нам вообще деньги до 24 года уже Ну вот, заложены. ну считай, они... А сейчас еще с учетом слабого бюджета. Да. Поэтому вам здесь лучше навести порядок Да, надо. сейчас. Внутри, снаружи, вот, фасад. Я тоже сделать. на это самое главное уповаю, потому что... Вы там Забелину представить предложение по глубокой там ремонту поликлиники. Я еще переговорю с ним. Ладно, спасибо. не валяйте сами. До Всё, свидания. спасибо большое, не болейте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ради Фаридович. Здравствуйте. Как дела у вас? У меня хорошо, у вас как? Ладно, спасибо. Раз ходите сюда, наверное, болеете. Я, слава богу, не болею, конечно, но пришла флюорографию пройти. У меня вот такой вопрос был, раз я вас встретила уж, это, как говорится, кузья кормит пьянка. А я? Вот мы живем в деревне Шарипово, у нас газа нету. Вот у меня муж инвалид, я сама вот это, газ провести какой у нас? Посмотрим там по Нет, по а у тебя накладке, что? по этой. А у тебя что? Сейчас мы газ проводим, мы везде. Ну а когда у тебя по планам Шарипово? Как? Шариково, Там же надо большая посмотреть, деревня. поэтому- Деревня. Деревня огромная. Средняя Акбашева, вот мы живем. Нет, Шарипово, нет, сколько там вы- дворов? А? Сколько дворов? Очень большая деревня, там, Там большая, там 600 человек. И там нет газа? Нет, там есть газ. Зачем? Там есть А, газ. в А, где мы смысле, живем, там это нету там нету, электричества, мы вот это- по 10, по 12 тысяч зимой Там они, платим. видите, новые у вас лет. Но я Да, выйду, я Средняя посмотрю. Акбашева, ага. Ну, это Средняя Акбашева, это не Шарипово, это рядом.
Все, я выйду, посмотрю, хорошо? Ну, давайте вот мы его попросим, но только Да? ты пометь Ну, и... все, я запомнил. Я все сделаю. Потому что у вас, если и вы говорите муж инвалид там, и так далее, мы же там еще Программа? где программы есть. Главный газ до околицы дошел, с околицы мы оплачиваем 60%, чтобы газ в дом завели. Хорошо было. Вот Потому что тогда это- толкайтесь, чтобы Да? газ Так. был. Потому что электричество много жирает. Ну, конечно, Вот, нет, у нас нет, пенсия конечно. маленькая, у меня говорят, Слушайте, в 50 пенсия. километрах от вы живете, и газа нет. Ага, ага. Сделал, все, надо все. Хорошо. Средняя Спасибо, до зарплата свидания. моих Ладно? жителей, ладно? До свидания. Во всех устроит. Большое спасибо, Владимир. Не за что, до свидания. Инфраструктура Кушнаренковского района – это культурно-спортивный комплекс, 23 сельских дома культуры, 12 сельских клубов, центральная районная библиотека и 25 ее филиалов, детские, библиотека и музыкальная школа, стадион, парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Валентина Паширова. Глава Башкортостана Ради Хабиров с рабочей поездкой в этом парке. Значит, в прошлый год, Ради Фаридович, сделали детскую площадку здесь. Вот она простояла. Это вот новая уже. Это новую мы сделали. В эту площадку ГТО выбили из Министерства молодежной политики и спорта. Поддержали. Ну все сделали. Да, и, кстати, и люди, толпа. Вот сейчас нет толпы. Вечером здесь толпа народу. И вот это и есть. Потом фонтан в прошлом году мы сделали мрамором, красивенько. Да? Как я сказал, детскую сцену сделали. Ее по проекту не было. Вот это мягкое покрытие первое в районе или уже было? Нет, это первое, Ради Фаридович. Вы как вы сказали, так мы и начали делать. Ну, точнее, это было... Вот год прошел, все работает, все делает. Детишки бегают, работают. Народ ходит вечерами, да? Освещение есть? Толпа, освещение есть. Здесь мы дискотеки начинаем проводить. Этот фонтан светится, эта штука светится. Сейчас с инвесторами отрабатываем, вот пускай не очень новый, не очень красивый, но уже для людей. детям попрыгать, да? Да, детям попрыгать. Вот, то есть, а вот фок наш. Вот, то есть, ну, есть где уже отдохнуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь были заросли, Ради Фаридович. Просто выгребали, вышкребали, выкорчевывали. Все вычистили. Делаем, приводим в порядок. Не сразу все, потихоньку. А там это футбольное поле? Это футбольное поле, да. Часть, да, получается? Да, а тут была страшная трибуна, мы ее тоже убрали, но это было страх какой-то. Мы оттуда 3 КАМАЗа бутылок вывезли. Она была разрушенная вся такая и так далее. А это освещенное, да? Вот Это все, оно вечером горит, и оно разными цветами горит, светится, и так уже светится. Светодиодные, они мощные стоят. В подвале у меня шкафы управления стоят, насосы, фильтрация. Гоняют и чистят. Не надо ни химии, ничего. Песчаные фильтры стоят. Это вот единственный вообще, ну, вот парк, Есть, да, еще, получается? есть еще на горе парк самолет, но мы его, за него пока еще не брались. Это вот мы сейчас вот этот парк доделываем. Ну, как вот вы и говорите, А комплексно. сколько там гектар, там парк самолет? 0,7 где-то. Маленький, да? Маленький. Ну, это центральный парк Паширова. Тут Героя 2,4 гектара. Так, хотим вот сцену доделать, Да, так ведь? доделать сцену. Очень много жителей. Вчера вот мы открыли ГТО-площадку. Девушки начали там уже аэробику проводить, постарше. А там молодежь начала уже. Вообще здорово было. Ну, молодец, Руслан. Потихоньку, Мне нравится, вот так молодец, вот да. делаем. Вот. Сейчас тут другое. Вот это мы, значит, сносим конюшню. Там у нас будет молодежный центр большой. Там? Вот это конюшня старая. Мы сейчас все, мы ее бесхозкой признаем. Там все сносим. И там будет у нас квадратов на 300 мы построим молодежный центр. Вот, где будет и молодежь, и актовый зал. Пусть все небольшое будет, но нам большого не нужно. Нам не нужно большого. А туалет здесь где? Туалет вот будет вот здесь. Вот сейчас Вот туалет надо делать. Ну, А вот здесь Алена. какая-то... Детская. А вот только вот на днях они открылись. Они на здесь днях кафешка открылись. была. Еще раскручивают еще. Все. Потенциал хороший. Родители начали дольше находиться с детьми здесь, потому что покушали и Ну, опять. да. Покушали и опять. Здравствуйте. Здравствуйте. Открылись, нет? Проходите, посмотрите. Открылись, да? Да, Всё, открылись день назад. Ага, что здесь будете делать? Пока у нас мороженое, выпечка, чай, кофе. Планируем кислородные коктейли, планируем свежевыжатые соки. Ну, берут немного. Ну, берут, да, заходят, сидят, да, уже привыкают потихоньку. Да, сидят, отдыхают. Шашлыки планируются в выходные пока только, ну вот все только начинается, да. Ну, ладно, вам успехов. Спасибо большое. Люди ходят вообще? Очень. Людей очень много. Да, людей очень много, да.
Ну да, тут симпатичненько. Нету больше куда ходить. Ну я понимаю. Пока да, вот жители радуются то, что да. Здорово, что отдали вот под кафе, потому что Абсолютно, да. водичку попить, чай попить и так далее. Искали местные, местная девушка. А то у нас Первый опыт или занимались? Первый. Первый? Да, детский первый. Со слезами, но сделали, добились, чтобы все было хорошо. Ну, я добил, чтобы было красиво. Вот если нету, да? Ну, сделай красиво. Добился, теперь помогай, пока она на ноги ставит. Ради Фаридович, мы им будем помогать как? Все мероприятия, сейчас культурно-массовые мероприятия будем проводить здесь. На площадь не трогаем. Там дороги, машины, зато мы не перекрываем, ничего не мешаем. Спокойно, закрытая вся территория. Мы полностью поменяли забор здесь. Все ворота, все входные. Видеонаблюдение планируем сейчас установить. Провода уже все есть. Установить будем по территории, по безопасности. На ЕДДС вы видите, да, или как? Я буду, вот там вот планирую тоже комнату с Wi-Fi и на... Да. Будем, чтобы в онлайн-режиме они отслеживали. Значит, да. В онлайн-режиме. Они тоже позволяют, место дают. У них мониторы есть, говорит, только пароль, говорит, Wi-Fi, и все, будем. Помощь. Ну ладно. Ладно. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хочу, чтобы не хуже, чем в Уфе был. Я сейчас сухой, есть болезнь такая. Так надо помогать только. Помогаю. Бояться то, что отбиваться не будет. Не было никогда, Ради Фаридович, не было. Бояться. Летнего кафе да, такое. никогда тут вообще не было ничего такого. Хотя такие предприимчивые люди здесь, Да. потому что я живу. Зато они сейчас все, они вот первые встали, вот она встала и аттракцион. Зато они все лавры сейчас будут получать. Они место самые хорошие заняли. И будут, дай бог, здоровья им и сил. Все, спасибо большое. Спасибо. Кушнаренковский район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, переходной лесостепной зоне. По его территории протекает река Белая с притоками Чермасан и Кармасан. Полезные ископаемые на территории Кушнаренковского района – месторождение глины и песка. Основные отрасли – зерноводство, фабричное свеклосеяние и молочно-мясное скотоводство. Но есть и уникальное пока для района предприятие – агропромышленный комплекс «Столыпино». Глава Башкортостана Ради Хабиров на объекте, в основе которого выращивание и переработка плодово-ягодных культур. Мы начали сажать в 2018 году, тут не было вообще ничего, просто пустое поле. Провели электричество, коммуникации, начали отстраивать. Давай, конечно, можно попробовать. Вот, сейчас мы это все дело есть. Это Слушайте, только что собрано? вот этого продукта нет вообще нигде. Это вот джемы, да? Это джем. Они без сахара. Давайте я ложечку возьму. Почему на рынке нет варенья земляничного? Потому что нет сырья. Земляничное варенье можно сварить только из свежего продукта. Из заморозки она просто не получается. Так, что мы там дальше? Видите, там лес впереди. У нас все посадки до леса. Это лес старый, он дубовая грива. Давайте отсюда выйдем. А люди приходят здесь, вот вы собираете, куда эту клубнику? Мы А куда вот уходит? перекупы, все на рынке. Перекупы, да? Магазины сети – это не продукт сетей. Люди там не привыкли потреблять, они не верят, что это вообще Башкирия, может быть такая земляника расти. Ну так, земляника садовая на самом деле название. Вот мы в этом году боремся с тем, что вместо нас там говорят, что это там наша клубника. На подделку уже пошла. Очень много, да. Вот я не знаю, как с этим бороться, надо что-то придумать. Это жители или ваши работники? Это наши работники, это все местные. То есть мы сюда не пускаем на самосбор. То есть они собирают, вы складируете и сразу вывозите? Да, у нас там база холодильная, 3 уровня температуры. Сначала с поля собрали, до 14 охладили. Пойдемте пройдем, я вам скажу. До 14 градусов. Дальше более глубокое охлаждение, до 1 градуса. Но у нас, как правило, до 1 градуса вообще не доходит. Ягода, ее сразу выбирает все. Сколько тонн или сколько килограмм вы сдаете вот в сезон, каждый день? Так, ну мы сейчас вышли где-то на 8 тонн. Вот общий объем, наверное, да? Общий объем, да. Ну это вот с этого 1,6 гектара, всего у нас их 5 гектаров. В следующем году у нас приходит еще 5. А остальные 5 гектаров где? Они вот там дальше, видите, где теплицы? То есть у нас до леса все высажено.
Вот у нас тут везде капельный полив, пленочка. Поэтому ягода чистая. Это вот наша первая пробная посадка. Ну тут она уже все, уже сезон заканчивается, и осталась неделя до нее, она уже мельчает. А начало было крупное. Ну, какая ягода. Да, я... Тут у нас жимолость. Елисеевна, а сколько у нас сортов жимолости? У нас 28 сортов жимолости, в основном бакчарской селекции и Екатеринбургской опытной селекционной станции. Она вызревает, да, успевает? Да, она успевает вызревать, и мы сейчас отобрали сорта, которые не содержат горечи, вот этой присущей жимолости. Вот, и уже сейчас будем развивать те сорта, которые вот имеют такую вкусовую ценность хорошую, высокую, кроме полезности. Вообще Бакчар, для справки, это лучший в мире район, где выращивают овощи. А вот маньчжурский орех, вы посадили его уже, да? Да, в 2018 году уже посадили, знаешь, Сергей? Нет, мы посадили его в 2019 году, мы взяли однолетние саженцы. Конечно, маньчжурский орех – это не культура для Республики Башкортостан, но мы пошли на этот риск. Попробовать, да? Да, попробовать. Они прекрасно у нас перезимовали, несмотря на то, что все нам говорили, что невозможно это, он у вас вымерзнет, все. Нет, они прекрасно перезимовали и сейчас в таком активной вегетации находятся, то есть прекрасно себя чувствуют. А кто специалист? Это кто? Это что за птица? Это сапсаны. Сапсан, да? У нас их 6 штук тут живет. Они за мышами, за зайцами охотятся. Они нас охраняют. Ну он точно выслеживает что-то. Тут есть самый старший вожак, он такой белого цвета. А зимой здесь никакие работы не производят? Мы заканчиваем сезон, мы все думают, что мы 5 месяцев в году работаем. До октября у нас посадка, да? До ноября. Ну, до ноября мы сажаемся, потом мы готовим сад к зиме, это обрезка идет, внесение удобрений, которые позволяют хорошо зимовать растениям. Затем у нас идет процедура снегозадержания, если мало снега. Потом в феврале у нас идет прививка, яблони мы прививаем. Вот, и потом мы плавно переходим в лето. У нас выходной только январь, по факту. Да, и то часть. То, что да, еще у нас прививка февральская. Еще февральская вот мы яблони прививка. сами прививаем. Ну, еще зимой мы ездим по селекционным центрам, выставки, смотрим саженцы, какие, где сорта мы можем взять. Потому что, чтобы быть в тренде, надо со всеми общаться, и кто что-то новое сделал, и сразу мы себя там, это высадил. Кстати, мы сейчас начали, вот то, что сельский час. У нас следующий, либо на следующий, либо через неделю сельский час будет, мы решили провести. Мы в Чешмах там посадили 10 гектаров яблонь. Туда поедем. Я вас тоже приглашу. Мы там как раз рассматриваем там плодовые культуры и так далее, чтобы вот порешать, чем вам помочь и так далее. Да, с радостью. Да, приглашу я вас обязательно, мои коллеги. У нас вот, пометьте. тут единственное, что нужно ягодный союз Башкирии создавать, ну, может быть, чтобы да. признали всех игроков. И не было мошенников, не было такого, что кто-то вот был момент, когда я смотрю, чешминская ягода упакованная в сети. Я думаю, кто это такие? А я-то всех чешмах знаю, кто ягодой занимается, у кого какие сорта. Ну нет такого. В итоге это просто фасовщики были. Это вот как вдоль дороги около Чешмов продают яблоки чешминские, они не чешминские яблоки. А так мы внутри себя будем понимать, и с сетями, когда мы общаемся, мы уже понимаем, что, ребята, это вот они, на самом деле это вот так. То же самое большая проблема с саженцами, которых продают. Они никакого отношения к башкирской селекции не имеют. И они все привозные, в основном это молдавские сорта, и которые не районированные, которые не зимуют у нас. Это вот большая проблема тоже с саженцами. То есть люди деньги тратят, это тратят, пустую, да, и это все, либо это вырастает дичок, либо это в первую же зиму все вымерзает. Вот селекционный центр упомянули, они продают свои саженцы только на территории селекционного центра, у них есть специальный ангар, где они ну и в Уфе продаются, они очень обижаются, что Кушнаренковский именно питомник как будто бы продает. То есть вот как с этим бороться, пока непонятно, потому что люди обижаются. Я понимаю, конечно, это можно начать гонять все, но тут надо подумать перед этим. Да, потому что подрывают, там же все равно действительно качественные. Мы тогда встретимся с вами, получается, вот на сельском часе, а до этого я министра попрошу, он вникнет. Радий Фаридович, ну что, молодые, ранние, дерзкие, но перспективные? Да. В нем столько энергии видно, что все получится.
Ну вот это как раз тот случай, я говорю, мы сейчас начали проводить сельские часы. И вот агропромышленные кластеры, о котором Да, звучало недавно. на одном из А сельские часы, это вот мы сейчас смотрим, мы сейчас начали смотреть проводки мяса на прилавок. Мы начали как раз вот смотреть, как вот производство ягоды у нас в республике налажено. Вот на следующей неделе или через 2 недели мы поедем в Чешминский район, будем смотреть, как яблоневый сад развивается. У нас все это что мы было посадили. когда-то. Да, у нас все это когда-то было. Ну вот будем возрождать и думать о том, какие меры поддержки мы можем для вот таких ребят придумать. Об этом будем завтра думать. Принцип агропромышленного кластера – это участие многих игроков для единого принципа от поля до прилавка. Да. И вот такие ребята тоже могут быть участниками? Ну, да, разумеется, но тем более, что у него, его собственные шаги уже в этом направлении есть. Я просто хочу подумать, чем мы можем помочь, потому что это особый вид производства, это особый вид аграрной деятельности. Они здесь выступают селекционным центром, поэтому у них, может быть, тут и нету больших объемов, но они, соответственно, занимаются другим. Они обеспечивают нормальную, соответственно, там, клубнику, нормальные саженцы смородины, малины и так далее. Поэтому вот такой более научный здесь подход. Спасибо.